Ajuda thì chúng tôi bảo vệ là anh мармо ярче Итак, сегодня мы продолжаем, данди ярче продолжаем сесini наши bade летние учения Марнок. И suje сегодня шестой день dana учений. kinju gide И zumba de zumba я de хочу вас dana всех shingi поприветствовать. zabni chonta khale shube Я, chero khore главное, dana получатели shingi учения — это da члены Санхи, монахи и монахини. Я вас debi всех тепло dewa приветствую, а также chonta все слушатели chonro le ya во всем мире, koma которые получают эти zaji учения по интернету. zaji Приветствую shube всех вас. Также я хотела бы поприветствовать своих соотечественников тибетцев. Я всех вас тепло приветствую и желаю вам всего доброго. dele yang da hazang ajeta 你们逆行人里啊 对面南点个车去，那上岸的这位得主不是那啥的，上岸的这位高，他你还是虚心不的，他这里呢嘛，切切呢，上给两个人对位这个，那么上给呗，去 И сегодня 是呢，мы будем говорить 那么上给呗，点不的，那这个事о情，буддизме и учении这个 Будды 说的，после паринирваны. 我这是原因，Мы будем говорить о том, 到底我这 как 说些的 Дharма 呀，我来 развивалась 来去 после 有的些 паринирваны. 让路去，И 有有的，拉巴多，那 для 他 того, 个 чтобы 体育给 рассказать 马 об 给 этом, 休息给那档些 нам 的。нужно разобраться 他几 прежде 个 всего 他还个地区的地区上呢，他体育地区给休息给那档，с 他这个天地 исторической 为什么吃不 ка- 着上？картиной. 嗯，И нам также нужно рассмотреть политическую ситуацию в странах, 在印 в 第 тех 些的 царствах, которые существовали 安东尼 на территории Kennedy Индии Wonder 啥的，в то 这 время. 就是你这边呢开不起，И 红给我是这边呢，касательно этого, 那三个些是为啥子 есть 呢？один 那马 ученый 给给这 XX века, 结合的，在 который 讲下来，говорил о 这 том, 结合 что 不也别难呢？во время, 在结合之下的话呢，结合的就啥呢？после 这技 паринирваны 术，那么 Будды, 都是不就啥的 Магада, 呢？который 啊，учил 这 Будды, это 这两 был 星期求救了。Это была лишь одной из многих 他那 царств 星 на 期 территории 上给 Индии. 别的马个得给咱结果没得那印不 И, 到了呗？那结果属金印不当，и 那结果马给的 оно 印 было довольно 就这么印 могущественно в то время, но, 伊那第一个米色 но это не 上 было 给的就 единственным 弄弄的 царством 呗，того времени. 传统 И 的上 говорится, 东海 что 上北呢，传统的上这个面都是，还得上那做的个的就上那结果的水给 и 鸡 были 蛋给 другие 得住毛那说这的这些。могущественные, сильные 说 царства, 这不 окружающие 说的不 Магадху. 需要的，И 就啥呢？那三个几乎里啊，Кеннеди Вардер 那 говорит, 不就 что 能的别把下巴着，是的，Во время своей жизни 跟那 Будда посетил, по крайней мере, Кенди 6 различных 上一个叫 царств 吉鲁巴，того 老那 региона, 边给说 и 那 в 嘞，которых во 那 всех 个 них он 真是的那 учил 个讲的 Дharме. 真是，И 那只要吧，那这 Дharма 别个讲 Будды 了嘞，была не 那我到是 единственным учением, не 上 единственной 头吉鲁 Дharмой, 巴呢，присутствующим в то 提给 время 熊给拿了嘞呀，那提 также 给咱孙子不是那个，提水 этом, 熊给拿 в 了。 этих землях 那 распространялось 结不属金 учение 印不当，结 джайнов, 不马叶的，你家里 Дharма 家里 джайнов. 的金属你这些 И 这啥的，в 那这个提 Дхарме 给，结不对，джайнов 很大，есть 给 также 结不提提给 много, 这样谢谢的，много 印度 свидетельств 在那边的大，о, 那印记开发的古兰 о 卡，结不 правителях 提就啥呢？Индии 那 того времени. К примеру, в буддийских 马个 текстах 得 часто 给 говорится о том, 印 что 度人 правитель 结不提上 Магадхи, 给拿 царь 这个切不的，Бимбисара, 米色 был 结不 большим 的，покровителем 那这 буддизма. 个印不切 Однако в 那 джайнских 个米色。текстах говорится, что, 他那 что 星 царь 期那上给 Бимбисара 不是去里呀，был 这 также 个给拿了嘞呀，покровителем 蒙太阳 учения 有时候 джайнов, 你知道吧，这 джайнизма. 里呀开些 Поэтому 水好了给弄了嘞，
Опираясь на это, мы можем сделать вывод о том, что буддизм и Будда были не единственным учителем и учением, которые поддерживали правители Магадхи того времени. И в Магадхе распространялся не только буддизм, но также, например, джайнизм и другие философские учения. И дело не в том, что Будда хотел непосредственно распространить буддизм Магадхи. Просто так произошло естественным образом, поскольку Будда учил на территории Магадхи. Магада того времени не была таким большим царством. Однако после паринирваны Будды Магадха расширилась, она расширила свое влияние на соседние государства, завоевала соседние царства. И таким образом и буддизм также расширил свое влияние на соседние земли с Магадхой. И мы будем говорить об этом более детально, когда будем обсуждать период правления императора Ашоки. И тем не менее мы можем говорить, что у буддизма и Будды была особая связь с Магадхой. И поскольку это было главной землей, где учил Будды, однако это расширение влияния буддизма, оно уже произошло после паринирваны Будды и было связано не с духовным влиянием самого Будды либо буддизма, а с изменением политической ситуации. И это изменение политической ситуации произошло после паринирваны Будды, а не во время жизни Будды. Это то, о чем пишет этот ученый Энтони Кеннеди Вордер. И, и а, также необходимо понимать, что в то время, в том, что мы называем Индией, в то время существовало много различных царств, много различных государств. И нам необходимо понимать, что Магда и Косла, которые часто вспоминаются в буддийских текстах, это и не единственные царства. В период с 6 по 4 век до нашей эры э, в Индии было много различных царств. Хочу показать вам слайд, иллюстрирующий это. Вы видите слайд, на котором указан перечень 16 царств, которые существовали на территории Индии. Это так называемые 16 великих царств Индии, 16 джанапад, то есть 16, 16 государственных образований либо царств. И большинство из них как раз были царствами, но некоторые из них были республиками, поэтому неверно называть всех их царствами. Некоторые из них были республиками, и правители избирались населением, поэтому похоже, что более верно называть их всех не царствами, а государствами, либо государственными образованиями. Нет нужды рассказывать о каждом из этих образований, однако вы видите их перечень. Это различные, различные образования: Анга, Асмага, Аванчи, Чиди, Гандхара, Каши и так далее.
это те государственные образования, которые упоминаются в текстах Кангюра и Тенгюра. И поэтому многие из этих названий будут вам знакомы. А, Возможно, нам нет нужно помнить всех их, но следует помнить о том, что в этот период 6 по 4 век до нашей эры на территории Индии существовало те 16 великих государственных образований. И среди этих 16 стран главное, о чем мы говорим, это Магадха. Это было царство Магадха. Им управлял царь, наследственный правитель. И, в то время Магадхи правили несколько династий. И говорится, что во время жизни Будды главной династией была династия Харьянки. Во время жизни Будды правителем, правителем Магадхи был правитель династии Харьянка. Я хочу показать вам слайд правителей Харьянки, династии Харьянка. Они правили Магадхой примерно с 544 по 413 год до нашей эры. И среди правителей Магадхи наиболее часто в буддийских текстах мы встречаем имя Бимбисары, а также Аджата Шатру. Аджата Шатру был сыном царя Бимбисары. И во время второй части жизни Будды, в более поздних периодах жизни Будды, Магадхой правил Аджата Шатру. И согласно историям, хроникам Шри-Ланки, Цейлона, в этих хрониках говорится, что паринирвана Будды припадала на 8-й год правления Аджата Шатру. А также, согласно историям, содержащимся в различных сутрах, мы знаем, что Аджата Шатру захватил власть, убив своего отца Бимбисару. Однако, несмотря на эту жестокость в начале его правления, мы также знаем, что Аджата Шатру был довольно успешным правителем, и он был способным, успешным правителем, и он смог распространить влияние Магадхи на соседние страны, включая Косолу. И Косола была одним из этих 16 великих государств. И в то время Косолой правил царь Прасанаджит. И имя царя Прасанаджита также часто встречается в буддийских текстах. И столицей Косолы была Шравасти. Также говорится, что после того, как принц Вирудака, сын Прасанаджита, умер, правителям Магадхи удалось включить Косулу в сферу влияния Магадхи, либо в состав Магадхи. Таким образом, Аджата Шатру стал правителем как Магадхи, так и Косулы. И Косула была одним из крупных государств того региона. Кроме Косолы, мы также часто встречаем название города Каушамби.
Каушамби было столицей государства Ватсы. Ватсы было также принадлежала к перечню 16 великих государств. И Ватсы было было одним из наиболее крупных государств Северной Индии. Мы встречаем также в буддийских текстах имя царя Удаяна. Говорится о том, что Удаяна воевал как Саджата Шатру, правителя Магадхи, а также с Прадьотой. Прадьота был правителем другого государства Аванти. И согласно буддистским и джайнским историям, говорится, что, что сын Аджата Шатру по имени Удаин перенес столицу Магадхи в Паталипутру после того, как он пришел к власти. И, и после Паталипутра — это то, где сейчас находится Патна. Патна — это столица штата Бихар в Индии и самый большой город штата Бихар в Индии. В древнее время Патна называлась Паталипутром. Итак, именно Удайн, сын Аджата Шатру, перенес столицу в Паталипутре. И именно в Паталипутре, в Патне, находился его двор, его дворец. И согласно буддийским историям, после Удайна к власти пришел его сын Ануруда, затем Мунде, а, а после этого Нагадасука. То есть после него было несколько правителей. Я хочу показать вам их имена: Бимбисара, Аджаташатру, Удаян, Ануруда, Мунде и затем Нагадасака. То есть Нагадасака был последним правителем этой династии. И нам нужно помнить, что правители Магадхи правили довольно долго, то есть это династия Харьянки, она правила довольно долго. Однако после династии Харьянки в Магаде к власти пришла династия Шусунага. Ее также иногда называют Шишунага. Я хочу вам показать правителей этой династии Шишунага, либо Шушунага. Она правила Магадой с 413 до 345 года до нашей эры. Говорится, что во время последнего правителя династии Харьянки, царя Нагадаски, жители городов Магады восстали против его правления и скинули Нагадасуку. И после того, как король отрекся от престола, его министр по имени Шишунага или Шушунага был возведен на трон как новый правитель. И таким образом он положил начало новой династии Шишунаги. Мы знаем довольно немного о его происхождении, какой был Шишунага. Говорится, что его отец был солдатом, был воином, а его мать была артисткой, либо художницей, и он принадлежал к знати народа Личави. То есть он был Личави, принадлежал к знати народа Личави. И
это новая 다다 династия, которой он 아반티 положил начало. 아반티 슬라바데다 Она 벨레나스 была 유베기 известна под 루파지 송셰지 송 многими именами. 사수사지 송아시 다들 Ну, 샤다시 главное среди 송셰 них это династия 다테야 Шишонаги, 당기 공도 либо 슈베 династия Личави. 냐겐부 주주기 나세차 Позже 디사데 과레스 правители династии 딩게 Шишонаги 우지안 взяли под 우지안 контроль 우지안 западноиндийское царство Аванти. Аванти было 다들레 통계를 еще одним из этих 파악해야 16 미신달래야 больших 아반티 царств. 부리스라고 Э, 아반티 부리스 Столицей, 숭제 총스 столицей 숭제 Аванти 숭제 был город 총세라고 Уджаяни, 다다딜레 либо 다다디 Уджинди, а иногда 수수나가사야디 также называется 아반티주베시 Авантипури. 또시 И 아반티사야디 아니 왕도 듀브레스 대삼도 династия 마세베기에는 также 와스티기 захватила 와스타 와스타사야디 Ватсу. 왕도 듀브레스 다이네 Ватса 셰세지레야 по-другому называлась 다다 Паурава. Другим 공도 슈베야 объяснением 공도 슈베 하리안기 게르브세죠 того, что 다디니에 происходило в то время, было то, 수수나게 что, 게르 뭐좀 공래 하리안기 게르브세 총도로 что 하양기 перед 게르 династией 삼삼네 Шишунаги 왕 была 사라사야디 아니 династия Харянки, и 알사 Нагадазака, последний 와스티기 правитель 왕도 듀브레스 династии 다들레 Харянка. 셰세디 알았어 다음 Он 달에야 был тем, кто захватил 셰세 Ватсу 신다디 왕도 제베나 Паураву, 수수나게 и, 운규 제베 왕도 и 땅바이나 затем 땅다 уже 땅바이나 땅바야 династия Шишунаги просто продолжила правление 디니 버룰레야 다 로마 в 슈베레리아 투바 왕부 슈베레 правление в 디스레 Ватсе 망가디 게가 원규 제베 Паураве. 송디 아니 Как 다 бы там ни было, 디니 в 버룰레야 то время было очень много 디 разных войн 로마네리아 и 투즈샤 конфликтов. То 투즈게 есть 투즈 эти царства постоянно воевали друг с другом. И в конце концов, 다드네 во время правления Шишунаги 수수나가 ам, 사야되기 게버디 этим 젤레야 междоусобным 로투즈게 войнам 샤비나 был положен конец, 세베게 поскольку Шишунага 로투기 обрел 샤비 контроль над всеми 디포 этими 왕샤 사야되기 соседними 디포 왕샤 царствами. 사야되기 셰스르 샤비나 И 아니 젤레야 다다 수수나가 사야되기 젤레야 아니 깔라 таким 아쇼카 образом он 샤비스 объединил 깔라 아쇼카 Северную 응가도 Индию с 양해네 запада на 라브레스 восток. 남네 저기면로 가시야 И 유세 유세 양해네 라브레스 согласно шри-ланкийским хроникам, 다 델레야 다다 게르 после 야게 Шушанаги 루규 правил 닝바 царь 머럽나 사야죠 머럽세 Кала-Шока. 머럽 그 И 나발레야 안다다 게르기 он 닝바 также был 사야지 известен как 슈베레스 Каковарну. То 까까 есть один и тот же 까까와나슬라고레 라브로 исторический 다다 индивид 밍미러 삼레마 был 다다 известен под разными именами. 디시를 Например, в 고르고레스 Пуранах 다 딜리지 셰베 этот Кала-Шока 다다야 다다디 зовется 게보 Каковарну. 깔라 아쇼카 사야디 Однако ученые считают, 수수나게 что это 유르바디 все имена одного и 수수나가 того же 사야디 индивида. 게스바시데 가레사나 И 게보 디진리야 비샬리 양나 유양바젤라야 그도 он, 유셔제브레스 и он 다들레야 벽루 유마와 카시에기 почему 깔라 важно 아쇼카 установить, 사야디다 кто 시게 правил 아쇼카니 노샤 этим регионом в 깔라 то время? 아쇼카에기 Потому что в то 그도 время 니바 был 제발레 проведен 시게 아쇼카에기 второй буддийский совет. 제발레샤르 든데 듯이 양해든데 И 슈베기 와레스 когда 따이나 описывается 디도아디기 время 그도 니베 второго буддийского 디바샤비 совета, 디니베 собрания, либо 주모가샤비나 собора, 다 этот 다다야 Кала Шока 싱가베기 часто 루규 시모도 путается 샤비나 с 깔라 императором 아쇼카 Ашокой. 사야들레야 Говорится, что 아니 второй 후고 совет был проведен во время правления 디스 императора Ашоки. 후고 미츠 Однако 디기 похоже, 아니 что этот 균형도 Кала 디시 Шока 양바레스 든데스기 это 셰사네 другой, 양야지 시비 другой индивид, другой правитель. 다디 수수나게 Согласно 디 당부디 историческим 수수나가체 니바디 хроникам, 깔라 아쇼카체 у 다 Калашаки 깔라 아쇼카니 были 10, 그제다 10 сыновей, 다다디 구암주 которые 디시야레스 다 라바도 슈베레스 правили 디시모도 샤비나 아니 프랑스 разными 디시라 регионами 안 디즈기 아니 этого 균형도 디시 государственного 짱베기다 아니 объединения. 다 디시 짱베기 Согласно 로디 디제베 шри-ланкийским 디제베 샤야디 хроникам, у 유삼 него было 10 디제베 сыновей, согласно другим 다 드네 다다 хроникам, их было 슈수나게 9. 루규디
и говорится, что они все правили одновременно, то есть похоже, что они управляли различными регионами этого государственного объединения во главе с Магадай. После этой, после этого к власти пришла династия Нанда. Правителем династии Нанда был царь Харшачарита. И в Пуранах говорится, что эм, этот царь Харшачарита был очень известным правителем того времени. И как раз Хуан Цянь, этот путешествующий монах из Китая, который оставил хронику своего путешествия в Индию, говорится, что он в своей хронике говорится, что он встречался с царем Харшачаритой. И похоже, что Харшачарита убил Калашоку, перерезал ему горло. И после того, как он убил его, он основал н- новую династию, которая получила название династия Нанды. А, Однако есть и другие источники, другие Пураны, в которых говорится, что первым правителем династии Нанда был Махападмананда, а не Харшачарита. То есть нет ясности, кто был основателем этой династии Нанда. В истории Цейлона, в цейлонских исторических хрониках под названием Махавамса говорится, что в династии Нанда было 9 царей, 9 правителей. Они все были братьями и правили 22 года. Я хочу показать вам слайд. Это годы правления этих 9 правителей династии Нанды. Они правили с 345 по 322 год до нашей эры, а на протяжении 22 лет они все были братьями и правили один за другим, то есть они менялись на троне. И первым среди них был Уграсена, а последним был Дханананда. И да, Дханананда, тот, кто любит драгоценности в переводе его имя с санскрита. И этот последний правитель династии Нанда, Дхана Нанда, правил во время Великого похода в Индию Александра Великого. Александр Великий, македонский царь, э, вторгся в Индию, и во время этого вторжения правителем Магадхи был Дханананда. И говорится, что эта династия Нанды была очень могущественной, как в военном, так и экономическом плане. Но они не были хорошими правителями. И поэтому население не очень-то любило этих правителей, этой династии. Поэтому, когда Чандрагупта взял власть, преодолел этих правителей династии Нанда, говорится, что это ему удалось легко. Почему? Потому что эта династия Нанда не пользовалась поддержкой населения. Следующую династию
которое установилось в этом регионе, это была династия Мауриев. И они правили с 322 по 232 год до нашей эры. В этот первую дату, 300, в 300, в 326 году до нашей эры, великий македонский правитель Александр Великий вторгся в северо-западную Индию, однако он не смог достичь центральной Индии. И вскоре после этого, в 323 году до нашей эры, он умер в Вавилоне. То есть, поскольку сам император Александр умер, то именно по этой причине он не смог брать центральную Индию. И правители Индии воспользовались этим греческим вторжением. И молодой брахман Чандрагупты с помощью с помощью Чанакьи, э, иногда его также называют Каутили, он свергнул Нанды, династию Нанды, и установил династию Мауриев. Этот министр Чанакья был очень искусным, и благодаря его искусной поддержке Чандрагупта смог свергнуть династию Нанды, и именно он, Чандрагупта, стал первым правителем династии Мауриев. И Чанакья иногда называет именуется Риши, то есть мудрецом. В тибетских текстах его называют Цанака, но похоже, что его имя было Чанакья. В Тенгиюре, в тибетском Тенгиюре есть раздел, посвященный искусствам, мирским искусствам, и одним из этих мирских искусств есть искусство управления, политическое искусство. И в этом разделе, посвященном искусствам, содержится текст под названием Арта Шастра. Это текст, посвященный способу управления. То есть в нем описывается, как следует управлять государством. И а, сохранился не только коренной текст, но также комментарий к этому тексту. И коренной текст переведен на тибетский, и он включен в Тенгюр. И обычно говорят, что автором этого трактата Арташастра является Чандрагупта, и он написал как коренной текст, так и комментарий к этому тексту. И этот говорится, что Чандрагупта действовал вместе с этим Риши Цанакья, и они смогли восстановить свой контроль над большой территорией. Они выгнали греков и в результате установили свой контроль над большой территорией, которая стала империей Мауриев. И Чандрагупта правил 24 года, и его сменил его сын Биндусара, который правил 28 лет. И после него к власти пришел Ашока, император Ашока. То есть Ашока был сыном Биндусары. Говорится, что он
взошел на трон примерно в 268 году до нашей эры. Я хочу вам показать эти годы правления династии Маурьев. Первый Чандрагупта, второй Биндусара и третий Ашока. Вы видите годы их правления. Когда я буду говорить о правлении императора Ашоки, я более подробно расскажу об его предшественниках. Нам следует обратиться к следующему, что есть одна проблема, что м, м, каков был этот период между паринирваной Будды и правлением императора Ашоки. Есть две основные версии касательно этого. В истории Цейлона, Шри-Ланки есть свидетельство о том, что между паринирваной Будды и восхождением на трон Ашоки прошло 218 лет. Однако, согласно североиндийской традиции, эти, эти трактаты сохранились в китайском переводе. Говорится, что между паринирваной Будды а, и восхождением на трон Ашоки произошло более 100 лет. То есть намного короче. 218 лет и больше 100 лет. Большая разница почти в 2 раза. И есть несколько политических историй, которые описывают политические события того времени. И между ними есть много противоречий. Мы не можем считать ни одну из этих исторических хроник верными, поскольку в них всех содержатся различные даты правления правителей династии. И поэтому, мне кажется, нет нужды говорить об этом детально сегодня. Возможно, мы обсудим это более подробно, когда будем говорить о дате паринирваны Будды. А, Сейчас нам следует говорить о том, как развивалось учение Исанга после паринирваны Будды. Каково было это, это распространение буддизма? Как распространялся буддизм после паринирваны Будды? Чтобы понять это, нам необходимо обсудить 4 священных места буддизма. Что такое 4 священных места? Это 4 священных места паломничества, связанное с жизнью Будды. И, и это, эти 4 великих места связаны с развитием буддийской санхи. И все эти 4 места находятся в центральной. Так, итак, давайте продолжим. Итак, сейчас давайте поговорим о том, как развивался буддизм после паринирваны Будды. Первое, о чем нам следует говорить в связи с этим, это
как, как распространялось влияние буддистской санхи. Согласно, согласно мнению ученых, сангха прежде всего означает монахов и монахинь, то есть монашеская сангха. Однако также понятие сангхи может охватывать и последователей мирян. И говорится, что после паринирваны Будды сангха Будды распространилась в Центральной Индии и охватила территорию нескольких царств Центральной Индии. То есть на самом деле распространение буддизма не было таким быстрым и успешным. Распространило свое влияние на несколько регионов в Центральной Индии. И в связи с этим нам следует говорить о 4 священных местах буддизма. Почему? Потому что эти 4 с жизнью Будды — это те места, которые посещались для того, чтобы вспомнить Будду, совершить подношение Будды. Обычно мы говорим о 8 великих мест и 4 великих местах, то есть есть несколько перечней, но главное среди них — это 4 великих места. Это самые важные места, связанные с жизнью Будды. Что это за 4 места? Это я хочу показать вам сайт. 4 места. Это место рождения Будды в Лумбине. Затем это место его паринирваны Кушинагара, или Кушинагар. А эти два места находятся на севере Центральной Индии, северной части Центральной Индии. А в то время, то есть можно сказать, что это северная граница центрального региона. Тогда как Бадгая, место просветления Будды, это южная часть Центральной Индии, а Сарнатх, место первого поворота колеса Дхармы, это западная часть Центрального региона. То есть эти четыре места рождения, просветления, поворота колеса Дхармы и паринирваны — это четыре священных места. И в этих 4 местах находятся 4 чайти, 4 ступы. Поэтому также они называются как 4 места 4 священных ступ. И после, после паринирваны Будды эти 4 священных места стали местами паломничества. Последователи Будды отправлялись в эти места для того, чтобы вспомнить и совершить подношение Будде. То есть мы можем сказать, что на все эти регионы, где находятся 4 священных места, распространилось влияние буддийской санхи. И это то, что называется термином «центральная земля» Мадьядеша. То есть Мадьядеша географически относится к Центральной Индии.
То есть с точки зрения географии, центральная земля относится к центральной Индии, но также Мадья-Деша имеет второй смысл как центральная земля с точки зрения распространения дharмы. То есть это само основа, само сердце, откуда произошло распространение учения Будды. То есть это Мадья-Деша, центральная земля. Она ограничена этими четырьмя, четырьмя священными местами. И, в общем, когда мы говорим о центральной земле, у нас есть много различных характеристик, которыми должна обладать центральная земля. Например, в центральной земле должно присутствовать четырехчастное буддийское собрание, то есть монахи, монахини, упасаки и упасики, то есть практикующие миряне и мирянки, четырехчастное буддийское собрание. И есть также много других характеристик, которые определяют, чем является центральная земля. Затем говорится, что после паринирваны Будды буддийская сангха продолжила распространяться на запад и юго-запад Индии. И причина, по которой буддизм распространился в этих регионах, связана с тем, что на юге от центральной Индии расположены горы Виндхья. И эти горы Виндхья блокируют пути на юг от центральной Индии. Поэтому на юг не так уж и легко путешествовать. То есть этот путь на юг блокируется горами Виндхья. Кроме того, на юге очень жарко, и кроме того, там не так уже много населения. То есть в те времена там эти земли были мало заселены. То есть на юг было трудно путешествовать. Не то чтобы это было невозможно, но это представляло трудность. Именно поэтому Сангха распространялась по направлению на запад и юго-запад. Почему? И, и распространение на запад заняло больше времени, чем распространение на юго-запад. Причина, по которой это заняло больше времени на Западе, связана с влиянием брахманизма. На Западе брахманизм был очень сильным, и это создавало препятствия для популяризации буддизма. А на юго-западе влияние брахманизма было меньше, поэтому это распространение на юго-запад было легче. И, и в истории говорится, что буддизм распространился на запад после паринирваны Будды, однако, согласно мнению ученых, это распространение началось еще во время жизни Будды. И у Будды говорится, что у Будды было 10 великих учеников. Число великих учеников может отличаться. Например, в северной традиции, в тибетской традиции говорится, что у Будды было 8 великих учеников, а в, в южной традиции, традиции Тхеравады, говорится, что у Будды было 10 великих учеников. И также в китайской традиции говорится о 10 великих учениках. Одним из них
Махакачана, либо Махакатаяна на санскрите. И Махакатаяна, великий Катаяна, был, а, родился в царстве Аванди. И говорится, что, как я уже говорил, Аванти принадлежала к перечню 16 царств. И столицей Аванти был город Удженди, то, что на тибетском называется Пагье. И после того, как и говорится, что Махакатаяна был очень искусен в разъяснении простых учений Дharмы. И он изучил Дharму, обрел состояние архата и после этого вернулся в свою родную землю, в Аванти. И это описывается во многих сутрах. И когда он вернулся в свою родную землю Аванди, он начал учить там Дharме. Например, это подробно описывается в текстах Винаи, в тибетской традиции. И у него было много учеников, и среди них был один особый ученик, который после принятия монашества получил имя Соно Кутиканна. И Соно Кутиканна Соно Кутиканна отправился в Шравасти, чтобы встретиться с Буддой. То есть он отправился из Аванти в Шравасти. Это довольно большой путь он проделал, чтобы достичь Шравасти и встретиться с Буддой. И его прецептор, то есть его учитель Маха Катьяяна, зная, что он отправляется, чтобы встретиться с Буддой, попросил Сону Кутикану задать Будде 5 вопросов касательно Винаи. И именно это свидетельство содержится в Винае, тибетской традиции. Как бы там ни было, Сон Кутикана отправился встретиться с Буддой, и Катаяна хотел, чтобы он разъяснил несколько вопросов Виная. Это прежде всего было связано с одеждой. К примеру, Будда запретил монахам и монахиням носить одежду из кожи животных. Однако в регионе Аванти такая одежда была легко доступна и широко распространена. Поэтому Катаяна хотел, чтобы Сонна Кутикана спросил у Будды, можно ли носить одежду из кожи, шкур животных. Говорится, что сам Сонна Кутикана родился в Апаранте. Апаранта находилась на западном побережье Индии. То есть она была еще дальше на запад, чем столица Уджени, столица Аванти Уджени. И поэтому, основываясь на этом, мы можем судить о том, что Дharma распространилась еще дальше, чем Уджени. То есть сам Гадаяна был из Уджени, столицы Авандина. Сона Кутикана был еще дальше на запад, то есть самого западного побережья Индии. И поэтому
Опираясь на это свидетельство, мы можем судить о том, что Дharma распространилась еще дальше на запад, то есть достигла самого западного, западного побережья Индии. И это произошло еще во время жизни Будды. И, и, и что и говорится в традиции Тхеравады, говорится, что Сона Кутикана был главным учеником Катьяяны. И также в главе о коже, кожаной одежде в тибетском переводе Винай также говорится, что он был учеником Катьяяны. И однако в Винае Махасангике говорится, что Сона Кутикана не был учеником Катьяяны, но был учеником Пунны. А Пунна, либо Пурна на санскрите, родился в районе Супарага, также известная под названием Сопара. И этот Сопара, либо Супарака, это место также располагалось на побережье. Это был морской порт на западном побережье Индии. И этот город принадлежал к царству под названием Сунапаранда. И несколько на север от современного расположения города Мумбаи. И позже возле этого места была найдена одна из колонн Ашоки. И говорится, что после того, как Пурна достиг состояния архата, он также вернулся к себе на родину, где учил Дharме. И это свидетельствует о том, что буддизм распространился на западное побережье Индии еще при жизни Будды. И эти ученики великих архатов, они распространяли Дharму на всем западном побережье. И это все произошло еще при жизни Будды. То есть это свидетельствует о том, что буддизм распространился на западное побережье еще при жизни Будды. И в Винае, то есть у нас есть два разных свидетельства о том, кто распространял Дharму на Западе, на западном побережье. Согласно традиции Тхеравады, это Сона Кутикана, ученик Катьяяны, а согласно Махасангике, это Сона Кутикана был учеником Пураны. Как бы там ни было, это свидетельствует о том, что буддизм распространился аж до западного побережья. Кроме того, буддизм также распространился в южном направлении. Как я уже говорил, распространение на юг было усложнено, поскольку этот путь был прегражден горами Виндхья. И, и тем не менее, у нас есть свидетельство о распространении буддизма на, на юг. Об этом говорится в Сутта Никае, традиции Тхеравада, в, 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 в последнем разделе есть раздел под названием глава о пути на далекий берег. И
в этой главе описывается, как, как брахман по имени Бавари, который жил на берегу реки Годавари возле гор Дакшина. Река Годавари либо Годавари — это вторая по длине река Индии после Ганги. И, этот брахман по имени Бавари жил вверх по течению реки Годавари. И он был очень известен в то время, известным учителем в то время. И когда он услышал о славе Будды, он отправил своих 16 учеников, чтобы те изучали Дharму с Буддой. И эти 16 учеников покинули Ратистану, которая находится в самых верхних истоках реки Годавари. И они отправились на юг, в Уджени, затем в Видишу Кошамбхи, и в конце концов достигли Шравасти. Как бы там ни было, в этой истории говорится о том, что эти 16 учеников Брахмана Бхавари жили на верхних истоках реки Годавари, и они отправились в Шравасти. Я хочу показать вам путь, который они преодолели, чтобы прийти в Итак, вы видите этот путь на слайде. Вот река Годавари и это верхние истоки, это город Пратиштана. Вы видите это внизу слайда. И они отправились вот по этому зеленому пути и в конце концов достигли Кослы и столицы Кослы, города Шравасти. И то есть они должны были преодолеть очень длинный путь. То есть с самого юга они пришли в Шравасти. И это было очень сложно в то время. Как бы там ни было, этот брахман Бавари отправил своих 16 учеников, чтобы они встретились с Буддой. И они встретились с ним и задали ему много вопросов. И ответы Будды на их вопросы содержатся в этой главе под названием «Путь на далекий берег». И эта глава «Путь на дальний берег» записана очень древней, грамматически древней формой пали. И это, это может свидетельствовать о том, что это очень древний текст. Есть еще один текст Атакавага, и они написаны этой старой грамматически древней формой пали, и поэтому некоторые ученые считают, что это очень ранние тексты, очень древние тексты. Однако другие ученые возражают, говорят, что лишь тот факт, что грамматика имеет
древнюю форму, не является доказательством не является доказательством того, что это древние тексты. К примеру, если мы сравниваем эти тексты из четырех агам с языком на колоннах Ашоки, то мы не можем с уверенностью сделать вывод о том, какая языковая версия является более древней. И поэтому мы не можем говорить о том, что эта глава о пути на далекий берег была составлена во время жизни Будды. А, В этой главе, в вступительных строфах, описываются обстоятельства, в котором эти 16 учеников отправились в Шравасти. И похоже, что эти вступительные строфы были записаны раньше, чем основная часть самой главы «Пути на далекий берег». И поэтому мы не можем считать эти вступительные строфы достаточным свидетельством о том, что что учения Будды распространились в этот регион во время жизни Будды. Это не является достаточным свидетельством. И поэтому эта история, эти свидетельства о распространении буддизма из Центральной Индии в Южную во время жизни Будды м, оспариваются, то есть они не считаются исторически доказанными. Это больше как истории либо предания. Как бы там ни было, м, мы знаем о том, что сначала буддийская сангха распространилась на юго-запад, и свидетельством, свидетельством об этом может быть факт того, что Махендра, сын Ашоки, родился в Уджини. И также в Уджини, как я только что сказала, родился Маха Катьяяна. И Махендра принес Дharму на Шри-Ланку. И согласно преданию школы Тхировады, эта Дharма, которую Махиндра принес на Шри-Ланку, она была на языке Пали. И если современные ученые сравнивают язык на колоннах Ашоки с языком Пали, они приходят к выводу, что этот язык близок к эдиктам скальным эдиктам региона Гимер. То есть Пали ближе всего к языку, содержащимся на а, скальных, скальных эдиктах региона Гимар. Это на полуострове Катьявар. Поэтому, основываясь на этом, мы можем говорить, что во время правления императора Ашоки Дharма уже распространилась в этот регион. 大项里啊，cấp thị truy kì anh nàng bé kì kinh tuyên kì đề cái nào rồi là ya ta khảo rồi ta chỉ mi thun bé kì xe bắt tăng Итак, говорится, что после паринирваны Будды произошли разделения буддийской сангхи на части. И я хочу рассказать
об этих тенденциях и предпосылках для такого раскола. Есть такой японский ученый по имени Умада Гёке, и в своих работах он описывает эти трудности, с которыми столкнулась буддийская сангха после паринирваны Будды. В частности, он говорит о том, что в течение первых 100 лет после паринирваны Будды в индийском в политическом климате произошло много изменений. Также много изменений произошли в династиях в региона Центральной Индии. Я уже рассказал вам об этом. Говорится, что в этот период буддизм распространился за пределы Центральной Индии, и это расширение влияния буддийской сангхи также привело к новым вызовам, новым трудностям. То есть это сангха распространилась на довольно обширную территорию. И если мы, если мы подумаем об этом, что такое 100-200 лет, сравним это м, м, например, с 18 или 19 столетием. Когда мы смотрим на 18-19 столетие, мы видим, сколько изменений произошло в этот период. Это довольно длительный исторический период. Если мы сравним, то 200 лет это кажется довольно отдаленным временем. И поэтому, когда мы пытаемся описать исторический период длиной в 100-200 лет, мы можем представить, что за это время произошло много изменений в буддийской сангхе, возникло много проблем, разногласий и, возможно, намного больше разногласий, чем это время во время жизни Будды. И эти Эти разногласия имели место не только в одном каком-то месте. Они происходили в различных местах, поскольку сангха стала такой обширной, распространялась на такую обширную территорию. И в результате всех этих разногласий произошел раскол сангхи на разные школы. И М, как бы там ни было, именно эти разногласия и проблемы привели к расколу Сангхи. Как я уже говорил, сначала Сангха разделилась на две школы, и это привело ко второму совету, ко второму буддийскому совету. И, и как и для любой другой духовной системы, либо религии, для того, чтобы она сохранилась, необходимо, чтобы присутствовали определенные условия. То есть для любой религии, для того, чтобы эта религия продолжала существовать, продолжала м, процветать, необходимы определенные условия. Каковы эти условия? Прежде всего, необходимо, чтобы был учитель, чтобы были учитель, либо учителя этой религии. Кроме того, учение, которое преподавал этот учитель, и этих двух первых условий недостаточно. Также необходимо сообщество, которое бы продолжало следовать учению этого учителя. То есть учитель, учение и сообщество.
В буддизме эти три мы называем тремя, тремя драгоценными. Будда, учитель, его учение — это истинная дharma, и последователи — это сангха. Итак, три драгоценности Будда, Дharma и Сангха — это те три условия, которые необходимы для сохранения учения Будды. И эти три драгоценности взаимозависимы. Будды, учитель — это сама основа, то есть самое главное из трех драгоценностей. Это то, на что опираются остальные две драгоценности. Дharma — это, это выходит за сферу самого Будды, поскольку дхарма — это мудрость Будды, это, это то, что остается после паринирвания Будды. Это основное учение, либо мудрость Будды, то, что мы называем просветленным, либо всеведущей мудростью Будды. Это то, это то, что ясно видит и различает четыре благородные истины. И Дharma таким образом является той мудростью, которую передал Будда, который оставил после себя Будда. И затем, и лишь благодаря Дharме, Сангха также имеет смысл. Почему? Потому что без Дharмы Сангха не имеет большого смысла. Сангха по своему определению — это держатели учения, держатели Дharмы. Если бы не было Дharмы, то не было бы и Сангхи. Поэтому мы можем считать, что Будда — это сам источник, либо основа, и затем его и смысл Дharмы, который он преподал, это метод, которым Сангха может подобиться Будде, следовать по пути Будды, чтобы стать такими же, как Будда. И после того, как Будда ушел в паринирвану, что осталось после него? М, Если мы подумаем об этом, то это характерно людям, пока кто-то жив, то все могут уважать этого человека. А затем, когда этот человек умирает, то у существ есть такая тенденция м, восхвалять, вспоминать этого человека. Поэтому, когда Будда ушел в паринирвану, а, люди больше не могли видеть больше Будду. И что же напоминало им о Будде? Это его реликвии, это великие места, в которых Будда учил. И также главным напоминанием о нем было его учение, была Дharma. И именно по этой причине, после паринирваны Будды, Дharma обрела большее значение. И об этом говорил сам Будда, что после моей паринирваны главным учителем является Дharma. И именно Дharmu следует считать учителем после паринирваны Будды. Этому учил сам Будда. Именно поэтому Дharma стала главным, главным объектом внимания для его последователей. И когда Будда больше не присутствовал, сама Дharma стала источником вдохновления
И Chishungi, поэтому chua. последователи Tene, Будды задавались ane, вопросом, а karsuda, каким chidam образом nyanga cheche yubi необходимо sayo. практиковать дарму. И это стало самым важным. То есть как Ta практиковать sangi дарму. nyangele dewe zela ya, namba sangi Это we был cheche главным shangwa la ya. вопросом, которым Kange kare задавались его последователи. kare И che oras la после ya. того, как Будда ушел в паринирвану, его последователи столкнулись со многими сложностями, препятствиями. Каковы были эти препятствия? Kange kare che oras thangpo di, ta mutu dhruva nyamne, ta dhruva nyamne kare che oras. Kare che ne, Итак, ane chikang первый ngobar tang che вопрос, chungi либо yinsa. сложность, с которой столкнулись последователи Будды после Ta его nyingma di kare паринирваны, sangi song la ya, rigve это namsha как cha chungi yinsa. продолжать Rigve namsha практиковать cha ma song, дарму cha для song. того, чтобы Ta di shendu достичь rigve. просветления. Tati kare che Второе, oras la sangi she shubhe tole ya, это zo dhruva проблема nyamne me того, che. что м, Dhruva la lan zo zige yo la в, bichi в rigve namsha de zo том ya, sangi наследии, rigve которое chichi gibe, оставил jing cheba Будда, cheba ne, tere shivu chibi. были определенные Tene yondo философские chima na лагуны. yinpa ma. Дело в том, что во время своей жизни Будда Ta уделял taba la наибольшее jiga внимание tu, практике serje ni meba tole и ya, не serje chebe уделял ya такого, korwa. такого большого внимания Rigve la доктрине, chik sung либо pa ma tole ya, философии. rigve namsha cha Он changwa ma учил rigve в korwa. соответствии со временем, в Meba соответствии tuje с ya yokoresa, способностями и rigve la cha changwa склонностями ma. Pena учеников tangi и kriji излагал su, учение таким su образом, cha чтобы changwa их to, было легко dhruva nyamne che практиковать. san. Kora Однако в том, nyingpa la что dede, касается mangay ki философской sung che che, составляющей, ta tene su философской, rigve namsha доктринальной karshun gugdim ki namsha объяснению, san, то gugdim были namsha определенные лагуны. gugdim ki namsha la sobo tende shira me de Мы se можем yondi se. это Ta tende сравнить yinba yin sa ya dhruva с ya sangi учениями sung le ya, четырех отцов, gugdim namsha san, основателей rigve Кагью. namsha san na, Например, ya na ki учения Кагью, kasa они, это учения, направленные на kama практику. su То namdi shi есть se их ta легко применять на shungi практике. Однако, если shungi rodan мы to зададимся ta вопросами rigve о meba de zole ya философском kon rodan de de shi se le интерпретации, философской доктрине, то deji в этих учениях, возможно, не все ta suru kare re se la изложено со всей полнотой. Точно так же и после sangi паринирваны gi Будды nishi na в sangi ge этой chu de системе meba учений, которые он ta ta оставил, di были ne ne meba de определенные zole ya ane философские deji лагуны, thoba la которые song de необходимо было заполнить. thoba sangi de chungme de Третье, deji len ka de se а, у pena людей sangi gi ishi me могли yor быть re sa ro sangi сомнения gi thu по de ne ma re поводу se yor re sa мудрости ya na Будды, se yo ma re силы se yo ma re Будды, нирваны tende ki de che Будды so len ka re и sha так se далее. И ta la если shingri ta люди shiva de задают ane такие вопросы, shirangye как ge следовало на них отвечать. shirubya К примеру, если ta кто-то спрашивает, shirungdi be ge zoba chungbe yin м, ka re sha и- ta является la ли shirungye могущество namsa Будды be безграничным lojin ge либо ge ka re sha ограниченным. wa Такой тип вопросов, sha ro tende как ge ta следует dhruva ngorwa отвечать chi ge на sa na da do на kange такие korwa chi вопросы. ane chigwa Четвертое, как следует отвечать а, ta chwa sa na da do на kange korwa критику буддийского учения со стороны небуддистов, а также как следует tende реагировать ta на tanda внутренние mangpo chi sange разногласия. nyangene dewe che le Например, ya что sange ge делать, thoba chi ngi когда mangpo chi ge ane небуддистские sange shivuji э, be je che религии, к wa примеру, sange ja thoba брахманической chi религии, shivu yori ina sange э, ge ta ja thya yor se опровергает de учение shivu sa Будды, ane sange sung что следует делать при ta этом, а tambe che le также ya throba de kona che ge раз, che che yin de как следует na ta ina ya che la разрешать de ta любые che che se na конфликты da do che che и kare yor se диспуты thoba внутри sange be yingi буддистской ge sa ya санки. ta chi ta ngar gi na То есть после sangi zobe ni chi yor se паринирваны kare du sam la ne me Будды be temba la ne me be uchi его chi zobe yin de sa последователи to kare gi ne столкнулись с сложностями. kare chi Почему? Потому что во время ine na жизни thoba Будды sangi он zobe be был uchi be главным to ya учителем, он был главным ta авторитетом. То есть если shungi возникали me какие-то be разногласия, то ta всегда можно me было de che la chi обратиться thoba за me de rigve ge ответом, chi за chi che la советом chi к ta самому chungde Будде. Однако tene ten je ne ene gi после yingi de его ngma ge паринирваны chi не осталось rigve такой ta ngma me be chi gi одного высшего авторитета, tende
Будда уже не присутствовал. Присутствовали его главные ученики, старейшины, однако Будда никого не оставил главным среди них. Именно поэтому это единство Сангхи было утеряно, и внутри Сангхи уже не было такого единства и гармонии, как это было во время жизни Будды. Кроме того, как я уже отмечал, Сангха распространилась географически, и а, эти регионы были довольно далеко друг от друга. То есть Сангха распространилась на большие территории, и поэтому общение между разными сообществами Сангхи было утруднено. В то время не было дорог, и не было других способов, легких способов общения, коммуникации. Поэтому поддерживать единство между этими отдаленными сообществами Сангхи было совсем не так легко. Кроме того, в каждом регионе, куда распространилось влияние Сангхи, были свои традиции, свои обряды. И, например, это касалось даже одежды, касалось их отношения людей к их образу жизни, их жизненной философии и так далее. И поэтому эти а, сообщества Сангхи в разных регионах начали отличаться друг от друга. Они отличались даже в том, как они носили одежды, то, как они организовывали свой быт и так далее. И это, это все вело к все большему углублению разделения между сообществами Сангхи, все эти. И, и в результате возникли также противоречия в воззрениях. Чем больше была территория, на которой распространялась Сангха, тем больше были разногласия касательно воззрения, а, а также, а также образа жизни. И когда мы думаем об этих изменениях, которые происходили в Сангхе, мы также должны вспомнить о ее лидерах, поскольку эти различные изменения были связаны с, с влиянием старейшин, каждый из которых имел влияние в каком-то определенном регионе. Как я уже рассказал, первое собрание, первый буддийский совет, проведенный в Раджагрихе, был успешен. Это была идея Махакашьяпы, старейшины Махакашьяпы. И главной целью, по которой Махакашьяпа решил созвать первый совет, заключался в том, что он видел необходимость объединить Сангху. Э, Он видел эти тенденции к расколу, к разногласиям, и именно поэтому Махакашьяпа хотел провести этот первый, первый совет. И большинство членов Сангхи поддержали его. И именно таким образом был созван этот первый совет, и его, его проведение было успешным. И поэтому можно говорить о том, что цель Махакашьяпы на тот момент была достигнута, и на какое-то время эти разногласия и тенденции к расколу были усмирены, были умиротворены. И однако, как долго а, могло поддерживаться это умиротворение? И
И что касается самого Махакашьяпы, говорится, что он принадлежал к касте брахманов, и когда он стал учеником Будды, он уже был довольно старым, то есть очень долгое время он практиковал брахманизм, брахманское учение. И когда он присоединился к самхе Будды, стал монахом, то, возможно, вследствие своей предыдущей традиции, брахманической традиции, он стал очень жестким приверженцем а, качества тренировки, монашеской дисциплины. То есть можно сказать, что он был известен своим жестким подходом э, к практике дармы. И также исследователи говорят о том, что Кашьяпа был весьма консервативным. То есть он считал, что необходимо следовать старой традиции и следовать ей неукоснительно. И в этом и заключается весь смысл и вся цель, цель сохранения учения Будды. Однако Махакашьяпа был не единственным авторитетом того времени. Можно сказать, что сформировалось три группы. Первый — это, это группа Махакашьяпы, который был более консервативным. И он считал, что необходимо неукоснительно следовать тем правилам, введенным Буддой, и не допускать их ослабления. А вторая, а, однако Махакашьяпа был не самым, м, не самым консервативным. Например, к этой первой группе принадлежали еще более консервативные старейшины, к примеру, старейшина Пурана, либо Пунна. А, Пурана считал, что необходимо было неукоснительно следовать всем правилам, введенным Будды, и нельзя было допускать ослабления ни одного правила, не только главных правил, но также второстепенных, меньших правил. Так, это первая группа была консервативной группой. Вторая группа была более либеральной, и ее представлял старейшина Ананда. Ананда считал, что сангха должна следовать срединному пути, не впадать в крайность и следовать этому главному принципу учения Будды, принципу срединного пути, то есть отказа от жизни крайности, крайней аскезы, а также крайней роскоши. И в связи с этим принципом срединного пути позволялось ослаблять какие-то меньшие предписания для того, чтобы способ жизни санхи соответствовал времени и месту. Так, это была вторая такая срединного пути, группа срединного пути. И третья группа была еще более либеральной, чем группа Ананды. Это так называемая группа пяти. И они были еще более либеральными, чем Ананда. И считается, что они были предшественниками того, что позже оформилось как школа Махасамгика. И их лидером был старейшина Васпа. И позже именно последователи Васпы сформировали школу Махасамгики. И
И эта группа считала, что необходимо обладать еще большей гибкостью касательно правил поведения, поскольку необходимо, чтобы они полностью соответствовали требованиям времени. И таким образом у нас есть эти три группы. И похоже, что каждая из этих групп э, пытались сохранить учение Будды, следовать пути, который преподал Будда. То есть никто из них не хотел изменить то, чему учил Будда. Однако методы, которым они они стремились следовать, были разными. То есть все они хотели сохранить учение, однако способы сохранения учения были разными. То есть первая группа была более консервативной, вторая более либеральной, и третья еще более либеральная. И, э, и наиболее консервативным был старейшина Пурана, а вторым по консервативности был старейшина Кашьяпа. И, и можно сказать, что эти два старейшины, они объединились в этом наиболее консервативной группой. Вторая группа более либеральная, это ту, которую возглавлял старейшина Ананда. И и затем, и затем наиболее либеральный это то, который возглавлял старейшина Васпаха. Если мы хотим выделить 4 группы, а не 3, тогда мы можем разделить группу Кашьяпы от группы Пураны и сказать, что группа старейшины Пураны была самой консервативной. Затем следует группа старейшины Кашьяпы, затем группа старейшины Ананды и Васпахи. И похоже, что со временем эта группа Ананды стала все больше склоняться к поддержке старейшины Кашьяпы. Я буду говорить более подробно об этом позже. И было много причин, почему возникали эти разногласия. Согласно главному принципу, которому учил Будда, это принцип срединного пути, Будда уделял большое внимание этому принципу срединному пути, то есть необходимо в жизнедеятельности необходимо избегать крайности, как крайности аскетизма, так и крайности роскоши. И также все эти предписания дисциплины, Виная, которые преподавал Будда, они разделялись на основные предписания и второстепенные, либо малые предписания. И в том, что касалось этих малых предписаний, то Будда говорил о том, что их необходимо адаптировать к месту и времени. И то есть это то, о чем говорил сам Будда, о том, что эти малые второстепенные предписания, они не являются такими строгими. И они должны адаптироваться в соответствии с местом и временем. Главное это, чтобы а, то, чтобы образ жизни поддерживал и не противоречил практике медитации. И это главная цель, чтобы вся жизнь была направлена, обладала необходимыми условиями для практики медитации. То есть если эти меньшие второстепенные предписания не несут какого-то вреда практике медитации, то их можно ослабить, их можно изменить. И говорится, что именно об этом Будда сказал Ананде перед уходом
в паринирваны. Это то, что содержится в тексте под названием «Виная Матрика Сутра». Это цитата. Вы видите на экране цитату, которая содержится в этом тексте «Виная Матрика Сутра». После моей нирваны сангха должна собраться и ослабить малые предписания. Это винная матрика, текст винной матрики входит в винную школу Тхеравада. То есть есть такое свидетельство, которое говорит о том, что Будда считал важным, чтобы после его паринирваны Сангха собралась вместе и решила о необходимости ослабления второстепенных малых предписаний. Однако, когда Будда заявил об этом, что после моей перенирваны необходимо ослабить эти малые второстепенные предписания, это Будда сказал Ананде. Однако Ананда в то время не спросил Будду, а что составляет это малое предписание? Что является второстепенным предписанием? Каковы, как мы можем определить, что является малым предписанием, а что является главным предписанием? Это необходимо очень ясно определить. Поэтому это то, о чем необходимо было спросить Будду, а какие предписания можно считать малыми второстепенными. Однако Ананда не спросил об этом. И именно поэтому Махакашьяпа критиковал Ананду за то, что Ананда не выяснил это, когда у него была возможность выяснить это у Будды, что является меньшим второстепенным предписанием, он не спросил Будды. Это твоя ошибка, говорил Махакашьяпа Ананде. И, и в результате во время этого, во время, во время первого совета возник вопрос, а что является этим меньшим предписанием, второстепенным предписанием? И каждый архат имел свое понимание, что означало меньшее второстепенное предписание, каковы были критерии меньшего второстепенного предписания, и не было консенсуса по этому вопросу. Махакашьяпа сказал, я хочу показать вам цитату того, что он сказал. Это смысл того, что он сказал. Это мой быстрый перевод. То есть Кашьяпа сказал, поскольку у нас нет согласия касательно того, что составляет малое либо второстепенное предписание, мы не можем решать о том, что следует ослабить, какие предписания следует ослабить. Если бы у нас было такое согласие, тогда без сомнения мы могли бы ослабить эти второстепенные малые предписания. Однако у нас нет такого согласия. В результате, если мы ослабим эти предписания, тогда нас будут критиковать не буддисты. Они скажут, немедленно после нирваны Будды монахи отказались от меньших и второстепенных предписаний. И поэтому Дharma Гаутамы похоже на огонь, который тухнет, едва загоревшись. То есть, что он имел в виду? Это то, что если бы
немедленно после паринирваны Будды а, были ослаблены правила дисциплины, это вызвало бы критику небуддистов, поскольку не было ясности, что является основными правилами, что является второстепенными правилами. К примеру, например, употребление алкоголя, является ли это основным? То есть по каждому поведению могли бы возникнуть такие вопросы. То есть что можно было оставить, что можно было ослабить? Четыре коренных падения не было каких-то разногласий, что это является главными предписаниями. Однако было еще очень много других предписаний. Какие из них являются малыми, второстепенными? То есть, а, поэтому Махакашьяпа опасался, что Виная станет слишком, слишком расслабленной, и это будет вредить как самой буддистской санхе, а также это вызовет критику не буддистов. И и уже в то время дисциплина внутри санхи уже не была такой чистой, поскольку когда Будда ушел в паринирвану, монахи чувствовали, мы свободны, учителя больше нету, и начались разные нарушения дисциплины. И уже ситуация в то время, ситуация не была уже такой хорошей, и если ее еще больше отпустить и расслабить, то это привело бы к еще большим проблемам. Именно поэтому во время этого первого собрания, первого буддийского совета, на котором а, председательствовал Махакашьяпа, он принял это решение, что мы не будем ослаблять никакие правила Виная. И поэтому а, решением, решением этого совета, как это содержится в Трипитаке, в сутре Виная Матрика говорится, нам следует, нам необходимо следовать тому, чему учил Будда, и м, у нас нет права добавлять новые правила, а также у нас нет права интерпретировать а, те правила, которые ввел Будда. То есть, по сути, это означало, что мы будем продолжать следовать тем предписаниям, которые установил Будда. Мы не будем добавлять новых предписаний, однако также мы не можем интерпретировать, являются ли эти предписания основными либо второстепенными. И, и так, однако, само это решение не не свидетельствует о том, что Махакашьяпа был самым консервативным. На самом деле а, говорится, что Махакашьяпа не был таким, не придерживался крайних взглядов касательно практики. А, Он не считал, он не был ультраконсерватором. Он, он, он все-таки обладал его взгляды были весьма умеренными. И откуда мы знаем об этом? М, Есть история о том, как, а, ам, собирались вместе все положения Вины, и есть 8 правил касательно вкушения пищи. И старейшина Пурана хотел включить эти 8 пунктов о принятии пищи Винаю, однако Кашьяпа
воспротивился этому. Это свидетельствует о том, что Махакашьяпа не был, не был таким негибким в том, что касается практики. Он считал, что нельзя впадать в крайность касательно практики. Практика должна быть гибкой. И поэтому мы видим, что, с одной стороны, Махакашьяп стремился следовать правилам, которые установил Будда. И с этой точки зрения его можно считать консерватором. Однако в том, что касалось практики применения правил, правил, то он был либеральным. Его главной целью было поддержание гармонии сангхи и избежание разных крайностей. И, однако, это не могло препятствовать возникновению разногласиям по поводу Винаи Сангхи. И поскольку времена менялись, обстоятельства менялись, в эти разногласия по поводу правил Винаи становилось все больше и больше. И мы можем выделить две основных причины, почему эти разногласия по поводу Винаи усиливались. Первое — это в том, что буддизм распространился на отдаленные земли, и в этих отдаленных землях был другой уровень развития. В этих землях были совершенно другие социальные, экономические условия. И, и, и также в этих землях Сангха встречалась с другими новыми трудностями. А, У людей были другие идеи, другое отношение. И то есть эти новые ситуации, новые трудности, они требовали, требовали изменения правил Вины, а также либо они требовали какой-то гибкости в применении старых правил, либо введения новых правил. И это были те сложности, связанные с Винаей, которые действительно стали важными для Санхи. Все изменялось, времена менялись, обстоятельства менялись, и поэтому все это необходимо было адаптировать в подходах к правилам Винаю. И думаю, на этом следует остановиться сегодня. Давайте посвятим заслугу